Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Каждую весну в Крыму происходит небольшое чудо. Степные холмы на несколько дней как будто вспыхивают огоньками красного пламени. Это цветут дикие тюльпаны. В Крыму их 4 вида, в том числе и такие, которые не растут больше нигде на планете за пределами территории полуострова. Самый яркий и самый известный из них – это пунцовый цветок, который ботаники называют тюльпаном Гесснера или тюльпаном Швенка, и который был издавна известен в Крыму и в Турции как кефе ля-лиси, то есть кефинский тюльпан. Это очень редкое растение, и оно представляет большую ценность не только для ботаников, но и для историков. Во время нашей сегодняшней прогулки я расскажу о том, чем он столь интересен для нас. В прошлом дикие тюльпаны укрывали весной огромное пространство по всему степному Крыму. Сейчас остались лишь малые клочки того цветного ковра, что на протяжении тысячелетий ежегодно украшал крымские просторы. И теперь мы найдем уцелевшие тюльпановые поляны лишь в нетронутых и малонаселенных уголках полуострова. Одновременно с дикими тюльпанами по дворам, по садам и по паркам Крыма расцветает и великое множество их окультуренных собратьев, выведенных человеком, каких не увидишь в природе. Они исключительно разнообразны и по цвету, и по облику. Лучшее место в Крыму, где можно познакомиться с изобилием культурных сортов, это выставка тюльпанов, что проходит каждую весну в Никитском ботаническом саду на южном берегу. В Никитском саду выращивается 315 сортов тюльпана, и 162 из них представлены на этой живой выставке. Глядя на это невероятное разнообразие форм, трудно поверить, что столь разные растения имеют одного общего дикого предка.
Еще одну впечатляющую картину массового цветения культурных сортов можно наблюдать в самом центре Крыма, неподалеку от села Янтарное, Ташлы-Даир, Красногвардейского района. Это одна из крупнейших тюльпановых плантаций на полуострове. Красное море цветов, по которому гонит волны степной ветер, великолепное зрелище. Это поле было заложено свыше 30 лет назад, и оно снабжало цветами весь Советский Союз, все его майские праздники, торжества, возложения. Понятно, что для этого требовался большой объем продукции, и потому площадь его в те времена была в 100 с лишним раз больше нынешней. Тюльпан – это близкий родственник лилии и лука. Каждый его цветок вырастает из подземной луковицы, которую летом можно выкопать и пересадить на новое место. Луковицы для засева этого поля были привезены в Крым из Нидерландов, центра мировой тюльпановой индустрии. Знаменитые на весь мир тюльпановые поля Нидерландов. Множество туристов, художников и фотографов из разных стран спешат сюда весной, чтобы своими глазами увидеть это фантастическое буйство красок на 20 тысячах гектаров. Вслед за ними на специальные цветочные биржи приезжают и бизнесмены, ведь ежегодно в Нидерландах выращивается более 3 миллиардов отборных тюльпановых луковиц, которые потом экспортируются по всему свету. Голландцы очень умелые цветоводы. Они выращивают тюльпаны уже 400 лет. А попал этот цветок к ним из Турции. Считается, что тюльпан впервые завез в Европу австрийский посол при дворе Османской империи де Бузбек. Он познакомился с тюльпанами в пышных садах султана Сулеймана в Эдирне, а в 1554 году привез несколько луковиц в Вену, откуда впоследствии тюльпаны разошлись по всей Европе. Голландцы вывели много новых сортов. И вскоре тюльпан стал у них не просто украшением садов, но и предметом оживленного торга. Луковицы сильно подскочили в цене. В 1630-х годах в Нидерландах началась тюльпаномания. Соревнуясь в роскоши, богачи платили за тюльпаны баснословные суммы и иной раз продавали целые дома за несколько луковиц особо редких сортов. На рынке тюльпанов совершались многотысячные сделки. Луковицы редких сортов стали цениться на вес золота. Бурный всплеск моды на тюльпаны закончился столь же неожиданно, как и начался, и тюльпановая лихорадка угасла. Кто-то сделал на ней состояние, кто-то разорился. А Нидерланды с тех пор так и остались мировым лидером в выращивании и разведении этого цветка. Выведением новых сортов тюльпана издавна занимались и в Османской империи. Особенно славился стамбульский тюльпан, ярко-красный, изящный, со остроконечным цветком. Самыми красивыми считались растения с наиболее тонкими и вытянутыми лепестками. Стамбульский тюльпан являлся гордостью и красою османской столицы. Этот сорт был выведен в первой половине XVI века, в период наивысшего расцвета османской культуры в правлении султана Сулеймана Великолепного. В тысячах вариаций
Этот цветок украшал османские миниатюры, одеяния, росписи, керамику. Красный тюльпан до сих пор остается символом Турции. Его можно увидеть на официальном логотипе, который использует Министерство туризма этой страны. Через 2 столетия после Сулеймана, в первой половине 18 столетия, тюльпан вновь вошел в моду при Османском дворе. Это было время реформ и сближения Турции с Европой, когда султан Ахмед III, подобно французским королям, ввел обычай званых вечеров в дворцовых садах. Сады были украшены роскошными клумбами и прежде всего тюльпановыми. Разведение тюльпанов стало символом принадлежности к высшему обществу. Художники и поэты воспевали их в красках и в рифмах, а владельцы богатых усадеб соревновались в роскошестве своих цветников. Этот период с 1718 по 1730 год вошел в историю Турции под названием «Ля Деври» – эпоха тюльпанов. К сожалению, она закончилась далеко не так мирно, как нидерландская тюльпаномания за век до того. В Стамбуле вспыхнуло восстание. Мятежники разрушили множество тюльпановых посадок, считая их символом старого режима. После этого Турции довелось столкнуться с различными проблемами на внутреннем и внешнем фронте, и ей стало не до тюльпанов. Уцелевшими после восстания цветами никто не занимался, а без тщательного ухода стройный стамбульский тюльпан вскоре выродился и исчез. Не так давно на юго-восточном побережье Крыма, в окрестностях Карадага, работала экспедиция турецких специалистов по растениям. Они тщательно изучали крымские дикие тюльпаны. Что же их привело сюда? Дело в том, что турецкие ботаники поставили себе целью возродить исчезнувший сорт стамбульского тюльпана. И в поисках похожих на него цветов обыскали многие сады в Турции, а также обратили внимание и на дикие виды, надеясь попытаться снова вывести из них этот знаменитый сорт. И Крым – лучшее место для такого поиска, ведь недаром стамбульский тюльпан имел тот же алый цвет и те же заостренные лепестки, что и наш кефинский, который, очевидно, являлся диким предком стамбульского красавца. Как и в Турции, в Крыму тюльпан был одним из любимейших декоративных растений, и здесь тоже занимались его разведением. Турецкий путешественник Эвлия перечислял давно забытые в настоящее время названия сортов, что росли в ханском саду Ашлама: стамбульский золотой, Монлад-Челеби, Чили-Хаджи и Кегит-Хане. Изображение тюльпана можно было встретить не только в Стамбуле, но и в Бахчисарае. Например, в ханском дворце астролистый тюльпан изображен и на деревянном портале гарема, и на памятнике Селима II Герая. Но не только этим славился красный крымский цветок. Известно, что одной из важных статей экспорта из Крымского ханства в Османскую империю были луковицы кефе-ля-леси, того самого, что столь живописно цветет по этим берегам по сей день. В середине XVI века при Сулеймане Великолепном эти луковицы сотнями тысяч вывозились из Крыма в Стамбул, где из них впоследствии был выведен и знаменитый стамбульский сорт, и множество других культурных разновидностей, далекие потомки которых сегодня украшают выставку в Никитском саду, поле под Ташлы-Даиром, разноцветные просторы Нидерландов и тюльпановые клумбы по всему миру. Любой образованный европеец в начале 17 века знал о прекрасном цветке, что был недавно завезен в европейские страны из Турции, и об ажиотаже на нидерландских биржах вокруг его луковиц. Знал об этом, конечно, и Джованни да Лукка, итальянский монах, что побывал в Крыму в 1620-х годах. В
Впервые увидев усеянную тюльпанами крымскую степь, он изумился и записал: тюльпаны, называемые у них ляле, растут у них на лугах, как самые обыкновенные цветы. Понятно, что европейского гостя вполне могло удивить изобилие цветов, которые были столь редки и драгоценны у него на родине. Поистине, порою мы, сами того не подозревая, в буквальном смысле слова ступаем по драгоценностям. Тот, кто понимает это, не станет рвать редчайшие крымские цветы для букетов, не станет выкапывать их луковицы и не нанесет вреда тюльпановой поляне, одной из тех немногих, что чудом уцелели в Крыму. Крым уникален не только своими старинными постройками, но и своими поразительными ландшафтами. Крымская природа и крымская история неразделимы друг от друга. И примером тому этот красный цветок – живой памятник и природы, и истории.